Сторонки Владикавказа от Турханы до Сахалина. У каждой своя история, атмосфера и даже негласные правила поведения. Жители каждой из них патриоты, все они считают свой район самым лучшим, правильным, образцовым. Чем же гордятся жители сторонок и почему считают свой район исключительным? Давайте узнаем. Осетинка. Эту сторонку знают, уважают и любят практически все. Местным немножко завидуют, ведь именно отсюда начала строиться столица республики. Постепенно, когда город расширялся, появлялись новые слободки, но Осетинка оставалась самым престижным районом Владикавказа. Как же появился самый первый район города? У историков на этот счет есть две версии развития событий. По одной из них здесь сначала появился аул, который основал переселенец из Куртатинского ущелья Дзаак-Бугулов, и только потом основали крепость Владикавказ. Другая версия гласит, что сначала появилась крепость, под защиту которой позже подселялись горцы из различных ущелий. Это место интересно и тем, что еще во времена Алании древней здесь уже был какой-то город, который находился вот в этой как раз части, он туда уходил. Дальше размеры его довольно большие были, ну, точно неизвестно его название, но он погиб вот в результате монголо-татарского нашествия, потом Тимура нашествия. И вот эти кирпичные заводы здесь, которые располагались и до сих пор есть, они еще, они вот эту глину берут вот с могильников этих аланских захоронений. На Осетинке в свое время проживали самые видные деятели творческой, научной и военной интеллигенции. Например, по этим улицам когда-то бегал маленький Гайто Газданов. Каждое лето он приезжал из Петербурга, где родился, в гости к своему дедушке. Для него это вообще было интересно после Петербурга. Да, приехать сюда, тут побегать по улицам, это совсем другое. То есть это же не Петербург. Для того времени это была своеобразная такая романтика. Вот так вот к Тереку он здесь выходил, тогда к Тереку был свободный выход. То есть не сейчас как берега, а тогда просто вот так подойти можно было спокойно. Семья Газдановых это вот была интеллигентная такая культурная семья. То есть таких было не так много, но их было. Это целый клан, который дал несколько представителей разных сфер. Кто-то стали врачами, кто-то военными. На Слободке какое-то время проживал и известный публицист, адвокат и первый градоначальник Владикавказа Гапо Баев. Когда он построил успешную карьеру, то перебрался в центр города, купив дом на улице Ленина. Также здесь жил полковник Василий Хитагуров, с которым очень дружил Коста Хитагуров. Народный поэт собирался поселиться здесь по соседству с родственником, создать семью. Но планам основоположника осетинской литературы не суждено было сбыться. На тот момент Коста был уже тяжело болен, и вскоре его не стало. Окрестности Осетинки стали излюбленными местами кинематографов. Например, здесь, на переулке Ронском, снимались эпизоды фильма «Жизнь, ставшая легендой». Не надо будет. Вот так. У нас в Тамбове все степи до степи. А у вас горы. Ах, ваш Кавказ. Да, Кавказ – это Кавказ. Мой Кавказ у ваших ног. Благодарю вас. Это было в 1969 году. Местные до сих пор помнят. Камера, мотор, поехали. Например, в доме Зои Слановой снимали момент, когда Хаджи Умар и Заурбек зашли в чайную в поисках работы. Фатима да бон хорш. Автопожалуйста, карта юга, что жизнь, ставшая легендой. Ну и что? Арбасы, да что, как кушчета. Мабира шукта, манхер хасит апана. Хасит апана, бира шукта, нешаштой. Бан хашсын котой сосын, хса бира ратсышты, мабира нешаштой, шаматтойса. Ама кушт кофешта вот хисаусын, маштари ушом ратта. Ама кушчета
Тынг Машчункотой. Эта улица стала настоящей достопримечательностью, но главным символом Осетинки, вам скажет любой, является Осетинская церковь, которая расположена на холме. Самому храму в 2015 году отмечали 200 лет. Но это имеется в виду не этому зданию, а здесь была которая церковь изначальная. То есть она была построена в 1815 году. Сначала деревянная, вот она для обслуживания вот этой Осетинской слободки. Позднее, в 60-х годах, уже когда город стал Владикавказ, ее перестроили в каменную при Аксокулиеве. На Осетинке есть еще одно святое место – Хосаузвар. Его построили сами жители сторонки. Каждый год в конце августа они отмечают здесь праздник Слободки, весело и с размахом, как в высокогорном ауле. Передать подрастающему поколению традиции и обычаи – главное для старших этой сторонки. Каждого здесь воспитали, что называется, по-осетински. Игорь Сарахов вырос на Осетинке. Он часто ностальгирует по временам, когда собирался с друзьями у русла реки. Люди здесь почему они отличаются? Потому что они воспитываются в такой среде, что, если по-осетински сказать, шердаги, ронордау, то есть все в основном с гор, которые спустились, свои традиции, свои понятия, то есть жестко по-осетински. Здесь год разницы имел большое значение, даже год между сверстниками. Вот я, например, не смел закурить при практически моем сверстнике, который на года 2 старше, чем я. Мы слушали старших, учились общаться друг с другом сдержанно, приветливо и миролюбиво. Вот здесь под трубой газовой мы играли, купались в тереке, там у нас плот стоял, катались, здесь же у нас был шалаш. Свои места есть и у современной молодежи, или, как их называют на городском сленге, пятачки. Обычно здесь собирается компания молодых людей, чтобы пообщаться или обсудить какой-либо вопрос, а иногда просто вспоминать смешные истории, которые с ними приключились. Конечно, алкоголю здесь не место, ведь это Осетинка. Весело раньше было, да, когда здесь собирались все. Сейчас уже повзрослели, кто уехал. Ну, серьезно, не было ни одного дня, чтобы я вот здесь проехал, миллиард тысяч машин, людей не было. Да, сейчас кто в Москве, кто учится, работает, кто уже женился. Бабок сейчас старых напоминается. Последний, что трек у тебя был? Чудак, чудак. Зачитай по-братски. Все просто, ведь берега там, да. Все хочешь слить, но куда вам, да. Ты выбрал жизнь, я на вираже сам и лезу наверх, да. Это чистая стинга, короче, чистый движняк такой, не напрягающий. Да, короче, если честно, много чего было прикольного на Стинке, много движняка было, очень странного. И она воспитывала нас как настоящих мужчин, потому что здесь всегда, короче, чтились, во-первых, традиции, мы всегда уважали старших, мы всегда ходили на все любые, на праздники, на похороны, неважно, что бы ни было, на все мероприятия ходили всегда и все вместе. И не было такого, что даже если человек старше тебя там на несколько лет, по-любому ты будешь его слушаться, и ты под его опекой 100%. И это все, короче, я, да. когда в других районах бываю, я в шоке бываю, там честно говоря, котлы моют, понял? Да. А здесь было такого не было никогда. Да. Короче, вот как на Стинке, вот на Стинке как в селе, блин, да. На Стинке как в селе. И этим, короче, я горжусь, честно говоря, потому что, расти на Стинке, это реально был кайф. Помните историю, когда мы всей толпой собирались, нас было, наверное, человек 15, и мы все в 5 утра выходили. До 5 утра мы все разговаривали по телефону, по конференции, там, кто какими группами. Кто с девочками, кто между собой. И потом в 5 утра, ровно в 5 утра сбор вот здесь, на этом пятачке. Короче, представляете, собирается 20 человек.
и все идут гулять по городу, и все Ну, на девочки, асфальте мальчики, никто соседи, не все, кто выросли, короче, вместе. Это что за веселье было? Вау! А как девочек отпускали? Здесь, короче, их родители, моих родителей и друзья там, и они меня знают, они знают, что за ней я приглядываю, зато и он приглядывает. Ну и такая, короче, у нас движуха Не, была. ну так-то меня не знали, например, что я выходил. Ну, у него не знали, у меня, я не знаю, я на пробежку ходил, якобы. Очень были дружные, но потом все, короче, подросли, как всегда это и бывает. И у каждого появились свои интересы, свои дела, да, свои новые знакомства. Кто уехал в другой город учиться. Да. Кто в другом городе, кто где. Вот Азамат, друг у нас есть. Он вообще в Парагвае сейчас живет, приехал сюда на пару месяцев погостить. Он просто сам со Стинки, да. Уже длительное время живу за пределами республики и России в целом, работаю за границей, но всегда стараюсь использовать каждую возможность, чтобы посетить свою родину. На самом деле это уникальное место не потому, что я здесь вырос и родился, но это, наверное, одно из немногих мест, где еще можно почувствовать дух старого Владикавказа, где сохранились какие-то традиционные элементы. Уличному кодексу здесь уже давно не следует. Споры о том, чья сторонка лучше, до драк больше не доводят. Остались только воспоминания, которыми местные охотно делятся. Это вражда была, да. Раньше она, короче, была более такой обостренная и ярко выраженная, а сейчас уже все, это нет. в наше время было. Но это было даже уже и не в наше время. В наше время уже было такое, что-то поспокойней, но это было прям давно-давно уже. Нам рассказывают наши старшие, что когда они выходили гулять в центр, они брали с собой 2-3 молодых всегда. Чтобы в случае чего, короче, отправить их наверх, в центр и вниз со Стинки, чтобы те и позвали, короче, подмогу, пробежались просто по домам, и те собрались и пришли на место выручать. Раньше, когда сюда приезжали, просто незнакомая машина, незнакомый человек проходит, его останавливали и спрашивали, типа, ты что здесь, амсу кушаешь? Чи да-да. И сколько человек ему будет навстречу идти, столько человек его остановит и спросит, а ты чей по-братски, откуда ты здесь взялся? И вот он будет говорить, я либо у девушку провожал, либо там у тети, либо что. Ну, отмазка у него должна быть, короче, такая железобетонная. Это было вечером в основном, чтобы не было бардаков никаких там. Осетинка – мать порядка. Это известное выражение люди связывают именно с этой сторонкой. Она воспитывает в лучших традициях остинского народа. За это ее любят и уважают.